Это новости спорта на Якутия-24, в студии Полина Долинская. Чемпионат мира по санному спорту стартует сегодня в Сочи. В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из 19 стран мира. На чемпионате мира будут разыграны 7 комплектов наград. В пятницу определятся победители в спринте у мужчин, женщин и в соревнованиях мужских экипажей саней и двоек. В субботу станут известны чемпионы мира в личном женском турнире и заездах на санях-двойках. Завершится мировое первенство в воскресенье, когда будут разыграны медали в командной гонке у мужчин. В состав сборной России на домашнее первенство вошли Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Олеся Михайленко, Роман Репилов, Семен Павличенко, Максим Аравин и Александр Горбацевич, а также экипажи: Александр Денисев, Владислав Антонов, Владислав Южаков, Юрий Прохоров и Константин Кашин, Всеволод Коршунов. Завершится чемпионат мира 16 февраля. Россиянка Наталья Воронина завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в забеге на 3000 метров. Победу одержала чешская спортсменка Мартина Саблякова. Второе место заняла представительница Нидерландов Карлей Ахтерке. На 4-й позиции еще одна наша соотечественница, россиянка Евгения Лаленкова. А вот Елена Сахрякова была дисквалифицирована из-за сбитой фишки. В командном спринте женская сборная России заняла второе место на отдельных дистанциях. Победа принадлежит сборной Нидерландов. Третье место заняли польские конькобежки. Чемпионат мира проходит в Солт-Лейк-Сити и завершится он 16 февраля. Футболисты Милана сыграли в ничью с Ювентусом в первом матче полуфинала Кубка Италии. Встреча завершилась со счетом 1-1. В составе Милана гол забил Анте Ребич. Криштиану Роналду отличился у Ювентуса. К слову, Роналду отличился уже в 6 матчах подряд во всех турнирах. Милан и Ювентус в 14-й раз встречались в рамках Кубка Италии. Миланский клуб ни разу не одерживал победу. На счету Ювентуса 8 побед. Еще 6 встреч завершились результатом в ничью. Милан 5 раз выигрывал Кубок Италии, Ювентус 13 раз завоевывал трофей, что является рекордом турнира. Ответная встреча между командами пройдет 4 марта в Турине. Новосибирская «Сибирь» обеспечила себе выход в плей-офф континентальной хоккейной лиги. Это стало известно после поражения пекинского «Кунлуня» и владивостокского «Адмирала». Накануне «Кунлунь» в гостях потерпел поражение от Череповецкой «Северстали» со счетом 1-2. «Адмирал» на выезде проиграл «Авангарду». Результат встречи 2-5 в пользу Омского хоккейного клуба. «Сибирь» набрала 66 очков в 56 матчах и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции за 6 матчей до окончания регулярного чемпионата. Отрыв от «Кунлуня», которым остается провести 3 игры, достиг 7 очков. «Адмирал» также потерял шансы опередить «Сибирь» в турнирной таблице Восточной конференции. В активе Владивостокского клуба 54 очка после 56 встреч. Таким образом, «Сибирь» не опустится ниже 8-го места и впервые за 4 года будет участвовать в плей-офф. Ранее выход в плей-офф себе гарантировали московские ЦСКА, «Динамо» и «Спартак», Санкт-Петербургский «СКА», Казанский «Акбарс», Омский «Авангард», Хельсинский «Юкерит» и Нур-Султанский «Борис». В матче группового этапа командного чемпионата мира по бадминтону мужская сборная России победила команду Польши и вышла в плей-офф. Результат встречи – счет 4-1. По итогам 3 матчей на групповой стадии сборная России занимает 1-е место, победив в первых 2 встречах команды Исландии и Австрии. Ранее выход в плей-офф с 1-го места гарантировала себе женская сборная России. В четвертьфинале российские бадминтонисты встретятся с командой Болгарии, а женская сборная России сыграет с соперницами из Шотландии. Обе встречи пройдут 14 февраля. Соревнования проходят во французской Лье-Вене. Командный чемпионат мира по бадминтону завершится 16 февраля. Хорошие новости для поклонников борьбы пришли с берегов Италии. В Риме в первый медальный день чемпионата Европы по борьбе женская сборная России завоевала 5 наград. Россиянки завоевали 3 золотые и 2 бронзовые награды. Победы одержали Ольга Хорошевцева в весе до 55 килограммов, Ханум Велиева весовая категория до 68 килограммов и Екатерина Букина вес до 76 килограммов. Бронзовые награды в активе Миланы Дадашевой и Любови Овчаровой. Соревнования среди женщин завершаются 14 февраля. После этого начнутся мужские соревнования по вольной борьбе. Сам чемпионат Европы завершится 16 февраля. На этом у меня все. Будьте в курсе событий спорта на Якутия-24.